Сама школа MBA Almaty Management University, или мы как ее кратко называем, Алмаю, она попадает в 200 лучших бизнес-школ мира. Мои источники дохода – это мои люди, мои сотрудники, мои кадры. Если они грамотные и компетентные, то, естественно, бизнес будет продвигаться. Уровень подготовки наших студентов не только не ниже, чем в Алмаю и других регионов, а по некоторым показателям даже намного выше. Программа MBA – это универсальный инструмент для реализации многих задач бизнеса. Бизнес-среда. Добрый день, это очередной выпуск цикла подкастов «Бизнес-среда». Меня зовут Зибо Туджибаева. Сегодня мы будем говорить о бизнес-образовании. И для предпринимателей в Таджикистане наличие степени MBA – это уже знак качества. В гостях у нас основатель Академии менеджмента и бизнеса в Таджикистане Шавкат Базаров и Фирдавс Хаджимуродов, сооснователь компании «Пиксель» и один из первых выпускников MBA Таджикистана. Шавкат Шарипович, в этом году Академия набирает уже 4-5 поток. Ну да, время летит быстро, я бы сказал, даже стремительно. Я сам задумался, мы отмечаем 5-летие запуска программы MBA, это будет у нас 20-21 сентября, но мы уже запустили 6-й набор на программу General MBA в Таджикистане. Поэтому здесь немножечко с арифметикой не все так легко. Есть набор, есть объявление о наборе. То есть у нас сейчас уже 6-е объявление о наборе на программу General MBA в Таджикистане. Супер, то есть уже 5 есть курсов, которые выпустились. Это большое количество выпускников, да, Фирдавс? Да. Вы один из первых были. Опыт какой был обучение? Тяжелый? Да. Сразу скажи, да? Это было первый MBA, который в Таджикистане. Для меня это было очень непонятно. Все на английском. MBA требует очень большие знания английского и все остальные. Но когда предложение было со стороны Шавката Шарифовича, очень долго думал, потому что я еще не готов, я это все. В один прекрасный день Шавкат Шарифович меня убедил, и я согласился. Было тяжело, конечно, когда мы поступили, пару месяцев мы обучались, и начался ковидный период. Мы боялись выходить даже, а там еще встречаться и со всеми обучаться в одном классе, это всего постоянно надеть маску, это всего было тяжело. Спасибо всем преподавателям, которые даже несмотря на это приходили и нас обучали. И всем моим однокурсникам тоже спасибо, что не бросили, все вместе мы учились, закончили. Было тяжело, конечно, все предметы проходить. Очень объемный курс, который нужно проходить. И практиковаться, это было очень тяжело. И работать при этом. Кстати, да, еще работа. Работа тоже с той стороны требует очень большое внимание, потому что мы обучаемся, мы должны внедрить и работа, и все остальные моменты. Это был челлендж, который Конечно, был успешно преодолен. Да. И я, может, такая маленькая ремарочка, да, я тоже похвастаюсь, я же тоже получила степень MBA, как раз-таки в академии. И я пришла туда просто писать пиар-материал. Да, было такое. Шавкат Шарифович просто взял и меня убедил, и я пришла туда как студентка. Он большой молодец. При этом мне приходилось точно так же и учиться, и совмещать с работой. Иногда просто это было очень тяжело, когда там иногда выпадало 2 модуля в месяц. Да. Это было просто как ты на автопилоте, но это было клево, такие ощущения, особенно когда там ты, во-первых, знакомишься с людьми, во-вторых, когда ты еще там получил классную оценку, с таким драйвом, с такой эйфорией возвращаешься и пытаешься это все применить. Конечно, в работе не всегда все получается, потому что, в творческом коллективе, наверное, не все работает. Но в творческом чаще всего работает
очень многое. Серьезно? Других сложнее. Но одно могу сказать, что Зибо была одна из лучших выпускниц программы MBA не только для Таджикистана, но и для всей Центральной Азии. И мы гордимся, что Зибо по итогам прошлого года, по своему рейтингу, была лучшей среди всех выпускников MBA Almaty Management University. Да, MBA в Таджикистане как раз-таки работает и благодаря Алмаю. Да. То есть да. У нас это очень важно, да, хотелось бы рассказать, в чем уникальность все-таки здесь и какую роль здесь играет Алмаю. Ну, наверное, я бы сказал, что сама программа MBA, она уникальна. Для Таджикистана она, наверное, уникальна в Кубе. Первое – это то, что у нас есть возможность подключиться к лучшим программам MBA мирового уровня. Сама программа MBA Алмаю – это наш главный партнер, и его бизнес-школа является, по своей программе попадает в 20 лучших программ MBA в мире. Сама школа MBA Almaty Management University, или мы как ее кратко называем, Алмаю, она попадает в 200 лучших бизнес-школ мира. Сейчас, по оценкам многих экспертов, после того, как российские и белорусские бизнес-школы выпали из рейтинга АМБы, это Ассоциация MBA Великобритания, то Алмаю становится одним из лидеров на всем постсоветском пространстве. В азиатском регионе она тоже входит в 20 лучших MBA. То есть у нас именно, наверное, на этом и основано успешное продвижение программы MBA в Таджикистане, поскольку у нас очень сильный партнер. 70% преподавателей, которые ведут занятия на программе MBA, это преподаватели, это бизнес-тренеры, это коучи, это практикующие, так скажем, эксперты Алмаю. И этим мы, наверное, считаем, что одна из важных, уникальных составляющих успеха программы MBA. Но второе – это то, что мы проводим из 22 модулей, которые проходят, 20 проходят здесь, в Таджикистане. 2 модуля – это выездные в Алмате, для того, чтобы наши специалисты познакомились чисто с программой обучения в Алмаю, познакомились с профессорско-преподавательским составом и, самое главное, с нетворкингом, который объединяет больше 250 студентов одновременно, которые приезжают на этот выездной модуль. И я считаю, что вот эти составляющие и играют важную роль, которые дают уникальность нашей программе. Ну и добавить можно это систему нетворкинга, возможности участвовать в реализации магистерских своих проектов на материалах непосредственно своих компаний. Это одна из главных задач, и я сам как руководитель этой программы здесь, в Таджикистане, считаю, что мы постоянно ведем работу с руководством компаний, которые посылают своих слушателей, или, допустим, те, которые являются сами участниками, оплачивают свое обучение. И мы рекомендуем, чтобы именно проблемные аспекты компании были предметом подготовки магистерских диссертаций и бизнес-проектов. До записи, Фердаус, мы с вами посчитали, сколько человек вообще с вашей компании пришли обучаться MBA. 6. Да. Окупилось, потому что, в принципе, это же платное обучение. Да. Я понимаю, когда руководитель вкладывает в себя, да, там, например, я там оплатила свое обучение, буду ли я готова оплачивать обучение других, пока не знаю, потому что у меня команда поменьше в разы, чем у вас, но вот вы вложили. Мои источники дохода – это мои люди, мои сотрудники, мои кадры. Если они грамотные и компетентные, то, естественно, бизнес будет продвигаться. Основываясь на этой политике, я начал обучать своих кадров, начал обучать своих первых руководителей, которые, когда
генеральный директор говорит, делай это или делай то мои подчиненные должны понимать меня. А когда односторонне, то получается никогда вперед не пойдешь. Поэтому начали обучать своих руководителей и начали двигаться. Потому что я говорю одно, а мои коллеги сразу понимают из полуслов, и получается мою идею делать чуть-чуть еще лучше, и начинается двигаться бизнес по-другому. То есть вы сейчас на одной волне? Да, на одной волне. Даже мои подчиненные даже лучше меня стали в некоторых моментах. Даже они обучают своих подчиненных так грамотно, которые дают результаты, да. И с другой стороны, когда генеральный тоже подтверждает, да, это лучше, то бизнес начинает двигаться по-другому. Шавкат Шарифович, а зачем вообще вы решили, что таджикскому бизнесу нужен MBA? Это сейчас, вот я говорю, спустя уже там 6 лет, да, это уже знак качества, и мы там можем себе поставить значок, что мы там закончили MBA, и это оценят. А 6 лет назад, ну, все слышали, вот как Фирдаус, я слышала, мне хотелось, но не было доступно, потому что нужно было знание английского языка на высоком уровне, обучение онлайн не всегда подходит, да. А так как здесь это офлайн большая часть, вы какую цель ставили перед тем, как запустить все это? Первоначальная цель была это адаптировать программу MBA к нашим условиям, чтобы мы смогли привлечь сюда подход к формированию бизнес-образования через современные стандарты менеджмента. Это была идея, возможно, поскольку я являлся председателем Национальной ассоциации менеджеров и маркетологов, эта идея возникла еще в бытность, так скажем, самой ассоциации, но через какое-то время мы стали понимать, что вот эта интуитивная наша целевая установка, она потихонечку начала разворачиваться. Вектор направленности ее, может быть, остался тем же самым, но фокус и акценты стали более четко выслеживаться, глубина понимания проблем становилась больше, контакты с компаниями, которые раньше, мы практически не имели даже доступа к такой активному сотрудничеству, обходили стороной ассоциацию. Сейчас ситуация изменилась, и мы чувствуем, что та цель, которая была поставлена, возможно, многое что еще не успели реализовать, но стратегическое направление мы выдерживаем. Были, конечно, моменты, когда тяжело все было, когда мы не могли набрать необходимое количество слушателей, а политика Амбы и Алмаю с тем, чтобы какой-то минимальный уровень мы должны обеспечить, независимо от того, даже сколько мы привлекли. Важно, чтобы в последний момент на выпуске сколько мы ставили. И мы сейчас начинаем понимать, что понятие предпринимательский вуз, социально ориентированный вуз, что это означает на самом деле. Сейчас мы начинаем примерять на себе новые методы, новые интерактивные формы обучения, которые тоже стали предметом, наверное, нашей, может быть, в какой-то степени и озабоченности в какой-то начальный момент, но сейчас, наверное, и гордости, что мы можем сказать, что методология и методика, которые преподаются на MBA, она уникальна, и она дает возможность сочетать не только глубокие фундаментальные знания, а прежде всего возможности их профессионального практического применения в виде конкретных компетенций и навыков. И здесь мы считаем, что та цель, которая была поставлена, во всяком случае, если она, как я и сказал, 100% не достигнута, но мы в значительной степени уже предвосхищаем ту поставленную цель. Ну и видение нашей академии и реализации программы MBA – это стать одной из лучших бизнес-образовательных площадок не только в Таджикистане, но, может быть, и в Центральноазиатском регионе. Мы потихонечку, особо не заявляя, наверное, громко, но мы стремимся все-таки эту планку, которую мы поставили в нашем стратегическом виде, и реализовать. Сколько уже у вас выпускников вообще было? У нас уже больше 50 выпускников. Сегодня, 1 июля, была предзащита 22 года набора программы MBA, и все успешно прошли. Даже преподаватели Алмаю считают, что
уровень подготовки наших студентов не только не ниже, чем в Алмаю и других регионов, а по некоторым показателям даже намного выше. И довольно часто они говорят, что мы являемся примером для компаний Алматы и для слушателей MBA Казахстана, на которых нужно равняться. Вот сейчас мы задумали провести совместный тренинг. Это будут студенты-слушатели программ MBA из Казахстана, Узбекистана. У нас в Душанбе мы запланировали это 23-24 сентября. Поэтому это будет возможность не только участвовать нашим слушателям, но и найти возможность коллаборации, нетворкинга со всеми слушателями программ MBA Алмаю. А какой модуль будет? Мне тоже интересно. Сейчас этот модуль будет очень интересен. Мы задумали несколько конкурсов. Лучший MBA, мы ее так конкурс назвали, и там будет конкурс «Лучший бизнес-тренер года». И тот, кто по итогам 1 сентября наша экспертная комиссия назовет лучшего бизнес-тренера, и мы как раз-таки хотим поощрительно, чтобы он приехал и здесь провел свой тренинг двухдневный, и максимально мы постараемся привлечь. И те, кто будут, они почувствуют, почему все-таки выбор пал именно на этого тренера. Так, нам тоже интересно, да? Интересно стало. Да. Кто же будет? Мы же тоже многих уже знаем, Да. поработали. Ну, там у нас есть в конкурсе и возможности, чтобы мы номинировали на лучшего студента MBA, на лучшего выпускника. Кстати, вы одни из номинантов, ладно, не буду скрывать информацию. Ну, а также лучшие бизнес-партнеры и лучшие бизнес-проекты, которые реализованы и которые принесли вклад и самой компании, и национальной экономике. Будем участвовать. Будем участвовать. Фирдавс, мы уже обсуждали, понятно, что ты говоришь, что невозможно, да, например, что-то в повседневной практике. Вот возникает что-то, да, применяете какие-то знания, которые были получены во время MBA. Но вот основное, что вот прям очень важное для себя вы подчерпнули из программы? Мы все в школе обучались, и все мы прекрасно знаем, что там несколько предметов, которые преподают, да, например, литература, да, потом математика, физика, химия. И некоторые из них говорят, я все равно буду доктором, зачем мне физика, да, или зачем мне литература. И мы пропускаем эти предметы и не будем обучаться в этом направлении. И потом мы понимаем, что когда-то мы не обучались, и здесь мы сейчас слабы. Когда нам дают слово, когда нам дают какие-то моменты, задачи дают из школьных предметов, а мы тогда-то не обучались. Здесь то же самое. В MBA все модули, они очень интересные, очень максимально много информации нужно применять. Вы здесь будете находить возможности новых направлений бизнеса. То есть вы будете понимать, что каждый раз, когда вы будете проходить улицу или когда-то где-то там будете проходить, вы найдете свою нишу. Вот эта ниша свободна. Вы поймете, если этот бизнес закроется, то вы поймете, что вот эта ниша открыта, вы начнете другой бизнес. Для предпринимателя вот это нахождение – это самое главное, чтобы он всегда принимал новые возможности. Где есть вот эта возможность, он должен понимать. То есть это расширяет кругозор, расширяет наше понятие, да, вообще о бизнесе. Ниши, они сами по себе довольно интересны, вы правильно замечаете. Мы тоже многие ниши для себя рассматривали, практически там нету ничего, куда лезть. А время показывает, мы начали разработку стратегии продвижения академии, мы обращали работы в формате B2B на 100-150 компаний. А сейчас мы нашли понимание, что там у нас уже в списке больше 500. Просто нам нужно правильно подойти к ним, найти их боли и дать возможности им посмотреть и прощупать, потому что программа MBA – это универсальный инструмент для реализации многих задач бизнеса. И многие, те, которые понимают
что если есть базовые инструменты, то адаптировать их к конкретному бизнесу – это уже дело техники. Я думаю, у нас есть хорошие специалисты, бизнес-тренеры, коучи, эксперты, которые смогут адаптировать для всех направлений бизнеса в Таджикистане. И с этой точки зрения я считаю, что практически огромный пласт появляется новых возможностей, которые практически делает MBA настолько сейчас популярным, что мы сами иногда задумываемся, как мы не могли все это предвидеть хотя бы пару лет назад. Хотя, небольшая ремарка, на одном из модулей преподаватель, когда нужно было представить свой бизнес-проект, который можно было раскрутить, он мне сказал: пожалуйста, только не из медиа, потому что этот бизнес вообще неокупаемый. Я, конечно, ему предложила не из медиа, но на самом деле все осталось в медиа, и это все работает, по большому счету. А какой тип студентов вообще подходит для программы? Для программы на кого ориентированы? MBA мы можем сказать, что профессиональный и образовательный бэкграунд слушателей или студентов, которые намерены там учиться, не имеет большого значения. MBA открыто для всех, кто имеет базовое образование на уровне бакалавра. Есть прецеденты, когда к нам поступают студенты, не закончившие еще бакалавриат, но постепенно они успевают и эту часть решить. Второе – это те, которые, наверное, целеустремленно понимают и осознают, куда они двигаются. Это и возможность карьерного роста, это и возможность профессионального повышения. Ну и самое главное, это необходимость в наше время коммуникаций, лидерских качеств, возможность развития нетворкинга. Но одна из составляющих, наверное, для нашего типа – это те, кто хотят изменить традиционный тип мышления в бизнесе. Потому что эпоха одноходовок, как я говорю, в бизнесе практически закончилась. Двухходовки практически не выживают. Нужны некие комбинации достаточно таких устойчивых связей. И их наращивание как раз-таки дает понимание бизнеса в целом с точки зрения его развития. И программа MBA с ее более чем 20 модулями, в каждом направлении из которых он может стать экспертом классного уровня. И поэтому здесь, я бы сказал, важнейшая составляющая – это его мотивированность. Человек, который идет на MBA, он должен быть этим мотивирован. Вы сами знаете, и я не буду скрывать, для этого чем-то нужно пожертвовать. Временем. Самое главное – временем. Да, возможно, немножко и нервами, если вы очень эмоционально переживаете некоторые вещи. Ну и финансовая составляющая – это тоже не дешевое удовольствие учиться на программе MBA. Но тем не менее, я считаю, что это того стоит. Сейчас к нам обращаются некоторые, которые имеют степень традиционного нашего кандидата наук или степень PhD, прийти учиться на программу MBA. Потому что здесь, во всяком случае, исходя из того, что вы, по существу, наши выпускники везде сейчас уже на слуху, то, что тот дефицит практических профессиональных навыков и компетенций, который формирует именно через программу MBA, он становится немного выше даже тот уровень кандидатов традиционных экономических наук. И это доказывает опыт самих работодателей, что работодатели рассматривают именно MBA выше, чем кандидат наук. Поэтому с этой точки зрения мне тоже кажется, что тип, который мы выбираем, скорее всего, можно повернуть в другом аспекте. Как сами они себя позиционируют. Правильное позиционирование слушателя – это 90% его успеха в дальнейшем. Как в карьерном росте, как в повышении денежных доходов, и профессионального уровня.
уровня самооценки, уровня, так скажем, общения, уровня стратегического видения, уровня, наверное, быть реальным лидером. Причем лидером не только в своем коллективе, где он руководитель, и который должен быть по статусу, но и лидером в своей сфере, лидером в своем, так скажем, большом даже региональном аспекте. Здесь мы не скрываем, что именно MBA дает возможность им прочувствовать вот именно эти качества. И они по существу воспринимают свою позицию как некий данный статус, который наделен определенным багажом фундаментальных знаний, практических навыков и реальных компетенций. Это все вместе предопределяет, наверное, возможности слушателей наших программ MBA заявить о себе как о высококвалифицированных профессионалов в своей сфере. Фердаус, были какие-нибудь стереотипы вот в начале, да, обучения или, может быть, там перед тем, как думал идти, и потом они просто развенчались, и никаких... Все оказалось мифами, без всякой поддержки. Всегда, когда что-то новое начинаете, всегда бывают какие-то барьеры, да, всякие стереотипы, всякие оговорки, да, лучше не надо, там это все время, это все бесполезно, да, вот, в плане денег тоже. Иногда со стороны своих близких, да, друзей, может быть, кто-то коллег, которые не обучались и не знают, потому что был первый опыт, да, у нас. Было такое, да, пустая трата денег, да, на воздух, это все. Ну, получается, было, я не отрицаю, было, да, очень много. И даже было моменты, что я отказывался, несколько раз даже Шавкат Шарифович отказывался, я не буду, у меня времени не хватает, у меня столько работы, очень разные там оговорки были. Был такой момент, что Шавкат Шариф меня уговорил, я согласился, ну, на пару таких занятий я согласился, да, то есть первый попробовать, да, демо обучения, да. Ну вот, пару занятий я ходил, вроде бы интересно было, ребята тоже интересные, да, однокурсники, не только в направлении IT было, есть разные направления, и интересно было с ним познакомиться, общаться, опыт работы с ними общались, и интересно было. Поэтому я согласился и дальше продолжал обучаться. Да, это, кстати, нетворкинг, да. Это самый такой интересный момент. Интересно, у нас были и банкиры, да, из IT-сферы, из производственной, да, из пищевой промышленности. То есть и каждый раз, скучно. Да, ты обмениваешься с ними опытом, и когда особенно разбираешь какие-то практические задания, выполняешь, у каждого ведь свое видение. Да. И баттлы были просто прям рубились. Да, иногда, когда находишься в одной позиции, да, руководителя, ты забываешь другие позиции. А когда ты обучаешься, там твои однокурсники на разных позициях, и ты там на одной позиции, ты студент. Ты руководитель, ты сотрудник, ты какой-то начальник, там нету, там все равны, все обучаются, некоторые тебя слушают, некоторые тебя не слушают, ты должен их уговорить. Вот такие моменты, это очень интересно было, завоевать заново доверие новых людей. Когда батлы, вот такие моменты бывают, ты должен найти их сердца, да, вот, чтобы они голосовали за тебя. Или лидерские качества свои нужно проявить. Да, проявить. То есть ты понимаешь тогда, что ты оказываешься, ты сидишь в комфорт-зоне, тебе все вот так да говорят, а на самом деле в некоторых моментах ты оказываешься не в лидерских позициях. В MBA там тебе покажут, и ты почувствуешь, что ты неправильным путем идешь. Потом потихоньку ты применяешь эти знания в команде, и начинается по-другому. Да, у меня были такие случаи, когда есть просто люди посильнее, да, позиции, да, и пожестче. И вот у меня прям такое столкновение было. Прям когда женщины сильнее, чем я, да, там я такая, я же привыкла, что я сильная женщина, а там раз такой, и мы столкнулись прям. А потом уже в ходе других занятий, в ходе вот этих всех игр, да, разбора кейсов и так далее, мы поняли, что, в принципе, мы на одной волне с этой дамой, и мы подружились. И это было прям так клево, потому что
Сначала было прям очень такие напряжение такое было, да, мы понимали, нам надо было выделиться обеим, каждый из нас хотел показать, что сильнее, умнее, способнее. Это прям, да, такое. Дух состязательности одна из составляющих обучения. А потом, в принципе, это школьные прям... годы вспоминаете, да, потом? Да, хотелось за косичку дернуть. Какие советы бы вы дали тем, кто сейчас раздумывает еще и, может быть, до конца не осознает ценность программы MBA? С точки зрения самой программы MBA, как основатели, как те, которые запустили ее, ценность прежде всего видим в своем продукте. А продуктом являются выпускники. Вот именно сами выпускники и являются доказательством ценности самой программы MBA. Много можно привести, и тут, наверное, каждый будет прав. Любые лайфхаки, которые бы не сказали, они, если будут в унисон содержательной части, и вы попадете, там, минимум в 5. Но чтобы попасть в сердечко, наверное, первое – это прежде всего нужно отказаться от традиционного мышления, перейти на формат мышления, который отличает стратегического менеджера от простого, либо от креативного или инновационного от традиционного. Это вот безусловно, если вы посмотрите обычные модули наши, то они каждый раз меняются и меняются в сторону трансформации. Сейчас вот к инновационным вещам, к использованию искусственного интеллекта, виртуальной реальности и в этом же направлении. Вторая часть, наверное, это те предрассудки, которые были в какой-то степени, они и останутся, если человек не сможет для себя сделать открытием, наверное, MBA. Допустим, вот этот предрассудок, который мы всегда говорят нам в качестве отказов, очень дорогая программа MBA. Многие наши девочки, или ребята, которые занимаются продажами, нам в качестве аргумента пытаются это привести. Я сразу говорю, что это тот стереотип, который надо преодолеть. Вы не смотрите о цене, вы смотрите о той пользе, которую она принесет. Если вы не видите в этом инструмент эффективного вложения, то вы рассматриваете это просто как затраты. Если вы категориями затрат начинаете мыслить, MBA не ваше место. Вы должны мыслить категориями эффективного вложения своих денег. Вот тогда вы попадаете туда, куда вы хотите. И тогда ваши деньги окупятся, может быть, даже и в первый год. У нас немало слушателей, которые сразу нам сказали, мы отбили свои деньги через первый семестр. И, наверное, многие считают, что программа MBA должна им гарантировать какой-то некий успех в бизнесе или в чем-то. Могу сразу сказать, что эта формула не так проста и не работает вот так просто однозначно. Она работает только в том случае, если мы рассматриваем MBA как инструмент достижения вот этой цели. Успеха в бизнесе. И именно как средство, как инструмент. Нигде гарантий просто прохождения MBA и получения успешного бизнеса не будет. И, наверное, последний совет. В любом случае лучше всего прийти и посмотреть атмосферу занятий не на самой даже программе, на отдельных модулях. Мы всегда даем объявление, когда предприниматели, менеджеры могут прийти на отдельные модули, которые проходят слушатели MBA, и тогда получается очень интересная коллаборация между теми, кто слушатели программы MBA, и те, которые дополняют, те, которые, может быть, через какое-то время и пополнят новый набор программы MBA. И здесь я тоже уверен, что знание самой атмосферы, понимание методики, методологии, тот дух состязательности, который вы называли, это те симуляционные игры и ситуационные кейсы, которые разбираются, еще раз говорят о том, что это надо посмотреть воочию. Это невозможно передать, и этот опыт, он
опыт должен быть каждого. Тогда он может оценить, и тогда он может сделать свой выбор. Мир меняется, мы все это прекрасно видим, чувствуем, да, вот если 5 лет тому назад посмотреть, начался COVID, и мы начали по-другому работать, да, из дома, удаленка, это все. Всего лишь COVID прошло, и начался как искусственный интеллект, виртуальная реальность, вот это все работа. Люди, которые не обучаются, они остаются на том же уровне знаний, который находится, да, том 5-10 лет тому назад, которые они были, у них знания, там же они остаются. Чтобы получить новые знания и новые возможности, нужно приходить в MBA, там есть преподаватели, которые инструменты дают, нужно применять. Опыт других людей нужно воспользоваться, да, то есть это малая трата денег, да, о которой мы говорим, для нас как бы заметно в данный момент, но время, которое мы будем тратить, обучаться самостоятельно, это еще больше, да, мы потратим, поэтому меньшими суммами мы получаем опыт других людей и двигаемся вперед. Дешевле обходится, да. Дешевле учиться на чужих ошибках, да, чем на собственных, и быстрее, и дешевле. Да. Сейчас идут активные переговоры с Alma.io. Возможно, в начале следующего года мы попробуем в качестве, так скажем, проектного варианта запустить программу DBA. Доктор бизнес-администрирования с Alma.io. Это 4-летняя программа, там всего 7 модулей, но надо будет поработать на диссертации. Вот этот вот пилотный проект мы пытаемся, вот после того, как мы закончим с набором на программу General MBA 2024 года, максимально попробовать запустить программу DBA. Это еще один уровень, это самый крутой уровень в бизнес-администрировании. Если у вас на самом деле появилась вот тяга к знаниям, вот постарайтесь к этой программе отнестись достаточно профессионально и серьезно. Она того стоит. Я посмотрел программу, там есть очень крутые навыки, которые вам пригодятся в дальнейшем развитии. Все объявления Академии, да, о программе MBA можно посмотреть на сайте mba.tg, либо на страницах Академии менеджмента и бизнеса в Фейсбуке и в Инстаграме. Все объявления о предстоящих тренингах, о модулях, о наборе, он еще продолжается. Да. Да, и планируется запустить в сентябре? В сентябре уже начало занятий, а набор уже запущен с 15 мая. У нас уже есть, в этом году у нас получилось раннее объявление, и уже достаточно мест занято. В этом году мы чувствуем, что мы идем в фарватере того маркетингового плана, который мы для себя предначертали. То есть осталось совсем немного мест, поэтому успейте записаться на MBA, и вы точно не пожалеете. Мы с Фердавсом это подтверждаем. Бизнес-среда.